Эфир 4 канала працягвае информационная программа «Галоўнае за тыдзень». З вами Роман Біч. И ближайшие 30 хвілін будем узгадывать разом самые значныя и цікавыя падзеі жыцця рэгіёна на гэтым тыдні. Увага ўсіх сёння безумоўна сканцэнтравана на выборах депутатаў у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 7-го склікання, якія завяршыліся літаральна паўгадзіны таму. Гэта тэма будзе галоўнай і нашага выніковага блоку. Праз некалькі тэматычных матэрыялаў чакаем у госці старшыню абласной выбарчай камісіі Александра Каляду. У Брестской области из 66 кандидатов у парламент необходимо выбрать 16 достойных занять парламентское кресло. У области працавалі 911 участков для голосования. У списах выборщиков звыш 970 тысяч жыхароў региона. У ліку першых свой грамадзянскі абавязак выканаў сёння кіраўнік вобласці Анатоль Лис. Выборчий участок номер 1 Брестской заходней выборчей округи. Без 5 хвилин 8. Выборчая комиссия и назиральники у полном складе. Скрыня для голосования опечатывается. Долго чакать выборщику не приходится. Их тут немало, 1560. 26% с выбором вызначились загодя. Наш долг принять участие в выборах. Мы надеемся, что мы также дальше будем жить в нашей мирной стране, трудолюбивой, свободной. У ліку першых выбаршчыкаў на гэтым участку і старшыня абласнога выканаўчага камітэта Анатоль Лис. Павіншаваўшы членаў выбарчай камісіі з галоўнай палітычнай падзеі года, кіраўнік вобласці выканаў свой грамадзянскі абавязак. Галоўным крытэрыем свайго выбару Анатоль Лис адзначыў вопыт практычнай работы з людзьмі, які мае кандыдат. Прежде всего, голос надо отдавать за тех, которые, на мой взгляд, более опытные, которые имеют опыт практической работы, руководителями работали предприятий или в других сферах, значит, которые в трудовых коллективах работали, больших трудовых коллективах. Конечно, у них, значит, больше опыта и, наверное, более плодотворно они могут работать. Но вместе с тем и молодежь, потому что на наше место же должны приходить и молодые. Поэтому, конечно, и молодежи тоже место в парламенте. Я прежде всего хотел бы, чтобы проявили активность избиратели. Но за кого отдать свой голос, это их решение, каждого. А избранным депутатам хотелось бы пожелать прежде всего, чтобы они также активно работали не только на предвыборной кампании, а вот те же встречи по месту жительства со своими избирателями, с местными органами власти должно быть постоянно. Те вопросы, которые поднимают наше население, а их много сегодня, эти вопросы ставить и вместе будем решать. Поэтому успешной работы им хотелось бы пожелать избранным депутатам. Жыхарам Брестской области належыць выбраць у парламент 16 прадстаўнікоў рэгіёна. У выбарчай гонцы удзельнічаюць 66 кандыдатаў. За выборами на участках назираюць як национальные, так и международные назиральники. Я сам был свидетелем того, как вчера проходила агитация в последний разрешенный день. Действительно, все кандидаты могли это сделать. Я лично получил листовки, послушал разных кандидатов. То есть никаких препятствий к проведению агитации не было. Соответственно, мы уверены в том, что кампания проходила честно, открыто, с полной конкурентной возможностями для каждого из участников, поэтому ее результаты должны отражать волю избирателей. Сегодня мы имеем возможность убедиться, как работают избирательные комиссии. Я вижу, что все процедуры, установленные законом, соблюдаются. Осталось дождаться вечера, посмотреть, как будет проходить процесс подсчета голосов, и убедиться в том, что никаких нарушений не было, и что действительно итоги голосования отражают реальную волю избирателей Беларуси. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Наши корреспонденты сегодня назирали за ходом выборов у розных кропках Брестской области. Як проходило голосование у регионах, узгадаем зараз. У двух пинских выборчих округах свои звери отчинили 77 участков для голосования. Участок номер 22 находится в другим учебном корпусе Полесского державного университета. Еще подчас датэрміновага голосования тут зарабили свой выбор амаль 46% выборщиков. На участке зарегистрировано 2720 избирателей. На данный момент проголосовало около 1300 избирателей. В основном выборы шли в дни досрочного голосования. У нас на участке голосуют студенты Полесского государственного университета, которые составляют половину от всех избирателей на данном участке. Сегодня в основном идет уже население близлежащих домов. Они, как правило, более активны, становятся уже ближе к обеду и во второй половине дня. Один з тих, хто не просто виконав свій громадянський долг, а зробив гэта упершыню менавіта ў свой 18 дзень нараджэння, студент-першакурснік Максим Арашкевич.
Это очень волнительно, так как голосую я первый раз. И это как бы такой очень напряженный для меня момент. Чего ты ждешь от выбранного кандидата? Что он будет отстаивать наши интересы, что он будет честным и справедливым. Займаць не толькі грамадзянскую, а ўвогуле жыццёвую актыўную пазіцыю для Максіма звычайная справа. Хлопец-спартсмен, двухразовы прызёр чэмпіянату Европы па тайскім боксе. Павіншаваць маладога выбаршчыка з першым уласным выбарам прыйшлі актывісты БРСМ. Мы от Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» хотим тебя поздравить с днем рождения, с 18-летием. И очень отрадно, что, несмотря на свой праздник такой личный, ты нашел время, выполнил свой гражданский долг. Мы определили ребят, у которых день рождения совпадает с днем выборов, и решили их поздравить. Есть ребята, которые решили сделать свой выбор в день досрочного голосования. Мы их поздравляли ранее. Очень приятно, что это личное событие совпадает с событием государственным. Выборы заўсёды актыўна праходзяць у сельскай мясцовасці. Для вяскоўцаў гэта вялікая падзея, магчымасць выбраць дэпутата, які стане сапраўдным сувязным звяном паміж жыхарамі і ўлады. На выбарчым участку нумар 18 у аграгарадку Лясная шматлюдна. Гэта адзін з найвялікшых участкаў Барановіцкага района, боль за 1500 выбаршчыкаў. Задействовано 6 единиц техники на участке. В состав входит нашего участка 9 деревень. Некоторые деревни далеко отдаленные от нашего участка, поэтому организован подвоз населения на избирательный участок. Предварительно были вывешены объявления, чтобы население было ознакомлено, когда будет транспорт. Жыхар аграгарадка Валентин Григорьев усяго некалькі месяцаў таму адзначыў свой 18-й дзень нараджэння, а значыць, ужо мае поўнае права галасаваць на выбарах и адчуць сябе па-сапраўднаму дарослым. Я сегодня впервые принимаю участие в выборах и горжусь тем, что отдал свой голос за достойного депутата, за развитие и процветание нашей родной Беларуси. И на следующей неделе я ухожу в ряду белорусской армии. Для тых, хто па стане здароўя не можа прыйсці на выбарчы участак, існуе магчымасць прагаласаваць на даму. Такія заявкі на выбарчым участку нумар 18 пакінулі каля сотні мясцовых жыхароў. Сярод іх была і малалетняя весніца канцлагера 83-гадовая Раиса Лашевская. Вот я на выборы всегда ходила сама. А сейчас уже здоровье не позволяет, так вот приехали ко мне, тут я на месте в доме в своем проголосовала. Спасибо вам большое. Татьяна Бунгусаим, Алена Ракус, Юрий Печур, Александр Дзяшенко, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест». Галасавалі сёння і тыя, хто не змог прыйсці на свой выбарчы участак. Пацыенты бальніц, радзільных дамоў, а гэта 35 участкаў установак аховы здароўя в области. Закрытыя участкі для галасавання былі створаны і ў вайсковых часцях. А для грамадзян, якія па стане здароўя або іншым прычынам не змаглі наведаць свой выбарчы участак, участковыя камісіі завіталі на дом. Роўна ў 8 гадзін раніцы свае дзверы адчыніў выбарчы участак у Брэсцкай абласной бальніцы. Неабходны инструктаж для выбарчай камісіі, апячатка скрынь и вось ужо першыя выбаршчыкі. Наш участок относится к числу закрытых избирательных участков, поэтому голосование проходит только в день выборов, 17 ноября. Такая возможность предоставлена для того, чтобы пациенты, которые находятся на день выборов и не смогли проголосовать по месту своей регистрации постоянной, смогли выполнить свой гражданский долг. Для тых, хто самастойна не можа прайсці на выбарчы участак, члены выбарчай камісіі прыносяць скрыню ў палаты. Яшчэ один участок и ў Брэсцкім абласным радзільным доме. Я родила уже второго ребенка. Я переживаю за то, что как будут жить мои дети в будущем, в какой стране они будут, в каком городе. Надеюсь, что они останутся здесь, в Бресте. Мне Брест очень нравится. И этот человек, которого я выбрала, я надеюсь, что он сделает наш город еще лучше, чем он есть сейчас. Выбарчыя участкі працуюць і ў вайсковых часцях, у тым ліку і на тэрыторыі 38-й дэсантна-штурмовой бригады. Голосую первый раз. Считаю, что на выборы важно приходить, так как от этого зависит будущее нашей страны. Выбрала я с легкостью, так как уже знал, за кого иду голосовать. Мне это уже было несложно. Я читал все про них, все, где кто родился, где проживала, чем занимался. Прыняць удзел у галасаванні маглі ўсе жадаючыя, да тых, хто па стане здароўя або іншым прычынам не змог наведаць выбарчы участак. Участковая камісія прыйшла на дом. Для Івана Семёновича Даўгова госці са скрыні для галасавання чаканыя. Самому дабрацца да выбарчага участка сёлета здароўе не дазваляе, але зрабіць сваё волевыяўленне жаданне вялікае.
Но я познакомился вот здесь с кандидатами в депутаты. Ну, достойные люди. Надо, конечно, избрать тех людей, которые действительно наш город может достойно, вот, чтобы среди городов, так само, вот, был отличным городом. Долгов Иван Семенович. Он все годы приходил к нам на участок, голосовал самостоятельно, там беседовал со всеми, с избирателями даже. Я очень активный человек. Ну, а сегодня в силу разных причин он не смог голосовать. Вот сегодня мы у него на дому были, и он отдал свой голос за кандидата в депутаты. На выбарчым участку номер 24 прагаласаваць па месцы жыхарства выказалі жаданне 20 выбаршчыкаў. На працягу дня, узгадніўшы час, выбарчая участковая камісія наведае грамадзян гэтак жа, як Івана Степановича Даўгова. Галіна Андрэевна і Арсеній Тимофеевич Аўдзейчукі ў шлюбе ўжо 61 год. Сямейная пара пражывае ў прыватным сектары. Дабрацца да выбарчага участка цяжка. Узрост ужо не той, ды і здароўе не дазваляе. Член участковай выбарчай камісіі номер 41 даставілі скрыню для голосования пожилым людям прямо под ганок. Для нас эти выборы значат очень многое. Мы верим в будущее нашей страны. Мы очень верим и надеемся, что и наш президент, и наше правительство, они делают все, чтобы людям жилось легче. И, конечно, мы очень хотели бы, чтобы в нашей стране был мир, порядок, чтобы наши внуки и дети жили достойно. За это мы и голосуем. Евгения Мороз, Анастасия Цикун, Александр Сивицкий, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». Так склалася з гадамі ў свядомасці грамадзян Беларусі, што выбары – гэта не толькі палітычная падзея, але і народнае свята. Не сталі выключэннем і гэтыя парламенцкія выбары. Супрацоўнікі культуры заўсёды загадзя рыхтуюцца да такіх важных палітычных мерапрыемстваў, каб непасрэдна ў дзень іх правядзення стварыць атмасферу свята. Так і на гэты раз, у дзень правядзення выбараў у беларускі парламент. Так у Брэсце задзейнічаны многія музычныя калектывы і артысты. Гарадскі духовы аркестр у гэты дзень рабіў сапраўдны гастрольны тур амаль па ўсіх выбарчых участках абласнога цэнтра. Звучание коллектива духового оркестра всегда нужно на таких мероприятиях, так как оно поднимает бодрость духа, немножко поднимает настроение, дает какую-то уверенность в завтрашнем дне, что помогает людям делать правильный выбор. На многих выборчих участках концерты рыхтовали самодельные коллективы. Праздничная атмосфера царит на многих участках, можно сказать, на всех. На некоторых участках работают наши артисты. Это оркестры, это солисты, где-то звучит просто хорошая музыка. Со 132 выборчих участков в областном центре на 127 организовано гандлёвое обслуговывание. У этой работе задейничано 58 субъектов господарения. У ассортименте садовина, городнина и кулинарные вырабы. А до прикладу на выборчем участку у средней школе номер 11 працуе столовая, где можно разместиться не только всей семьей, а и великим коллективом и паспрабовать хорошие стравы от мясцовых майстров кулинарии. Накануне выборов мы встретились с субъектами хозяйствами, провели совместное совещание в горосполкоме, где было принято решение о том, что торговые надбавки на продовольственные товары будут минимальные, а что касается продукции общественного питания, то наценка общественного питания будет составлять только 20% и не более. Мы проводим дегустации продукции, в частности, мы находимся на избирательном участке музыкального колледжа, где мы имеем возможность продегустировать продукцию как нашего предприятия «Плодовыч», так и Берестейского пекаря. Аналогичная акция будет проходить на многих избирательных участках. Працаваць гандлёвыя пляцоўкі на выбарчых участках будуць да іх закрыцця. У такім жа рэжыме плануюць са сваімі праграмамі выступаць і артысты. Юрый Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».
Пачынаючы з самага першага этапа выбарчай кампаніі па выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі у краіне працавалі назіральнікі – нацыянальныя і міжнародныя. У дзень асноўнага дня галасавання нашы карэспандэнты сустрэліся з некаторымі з іх. Выбарчы участок номер 13 адкрыты для галасавання з 8 гадзін раніцы. З гэтага ж часу тут працуюць і назіральнікі. Как наблюдатель присутствовал на участке и в дни досрочного голосования, и сегодня в основной день. Атмосфера на участке номер 13 благоприятная, спокойная. Скажите, пожалуйста, как проходят выборы на вашем участке? Хорошо, спокойно, никаких инцидентов нету, слава богу. Люди идут с удовольствием. А вось на 48-м выбарчым участку не ўсё праходзіла гладка. Адзін з выбаршчыкаў, Константин Остапук, імкнуўся прагаласаваць двойчы. К нам обратился житель нашего района Остапук Константин Георгиевич с просьбой проголосовать на нашем избирательном участке. Было ему отказано в данном праве, поскольку сегодня нужно воспользоваться своим правом на другом избирательном участке. Председатель отказал, так как он не предъявил паспорт, и он сказал, попросил посмотреть в списках посмотрели, и уже он проголосовал на 31-м участке. Мы звязаліся по телефоне с Константином Остапуком, каб высветліць матывы яго ўчынку. Константин Георгиевич, скажите, пожалуйста, как так получилось, что сегодня вы попытались проголосовать дважды? Я хотел проверить, как у нас работает избирательная система. Такая свайго роду праверка показала, участковая комиссия спрацавала у адпаведнасці з выбарчым кодексам. Один чалавек можа прагаласаваць толькі один раз. У цэлым выбарчая кампанія ў Брэскай вобласці праходзіць спакойна. За яе ходам, акрамя нацыянальных назіральнікаў, таксама сочаць і міжнародныя. Яны адзначаюць высокі ўзровень арганізацыі і правядзення выбараў. Ніякіх сур'ёзных парушэнняў не выяўлена. Все проходит очень организованно, вот по нашим наблюдениям. У нас был доступ ко всем документам, которые мы хотели бы посмотреть. Никаких запретов не было. То есть все шло строго там по законодательству Республики Беларусь, по избирательному кодексу Беларуси. У вас прошла серьезная подготовка. Мы вчера уже смогли посмотреть, как Беларусь чувствует себя накануне выборов. Сегодня участок открылся вовремя. Я думаю, что выборы пройдут у вас без каких-либо серьезных проблем. Вопросов по легитимности выборов, я думаю, тоже не возникнет. Людмила Салдзина, Юрий Печур, Вероника Яковец, Александр Сивицкий, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». Больш падрабязней аб тым, як праходзілі выбары, асаблівасцях і, магчыма, ўжо папярэдніх выніках пагаворым у прамым эфіры выніковай праграмы со старшынёй Брэскай областной выборчей комиссии Александром Колядой. Здравствуйте, Александр Михайлович. Добрый вечер. Итак, первый и, пожалуй, главный вопрос. Выборы у нас в регионе в Нижнюю палату парламента состоялись по всем округам? Да, на момент нашего с вами встречи, я только что буквально пришел из нашей областной избирательной комиссии, куда стекается вся информация. На 19 часов у нас проголосовало 76,1% избирателей в целом по области. И во всех округах Брестской области выборы перевалили за 50% отметку, то есть во всех округах выборы состоялись. Уже конкретные результаты по персонале мы будем знать несколько позже, но мы знаем главное. Выборы состоялись, и поскольку во всех округах у нас были конкурентные выборы, то можно сказать, что в каждом округе избран депутат Палаты представителей. Как в целом прошел сегодня основной день для голосования и обошлось ли без больших нарушений? Я скажу так, что именно конкретно если брать день голосования, то он прошел действительно спокойно. И все участники избирательного процесса в массе своей были достаточно корректны. Да, и к нам в областную комиссию, в окружные поступало немало звонков, но они носили такой, я бы сказал, конституционный характер. Очень многие люди почему-то все время интересовались, как найти участок для голосования. Хотя информация была и в печати, приходила каждому. Да, это, и тем более приглашения были. Но, тем не менее, я понимаю, люди хотели где-то уточнить такие моменты.
документы, интересовались, как найти программу кандидатов в депутаты. Но сегодня это уже было сделать немножко сложнее, потому что уже сегодня, скажем так, рекламная продукция была снята, но биографические данные можно было найти и сегодня, и на участке, и в интернете, и так далее. Поэтому сам процесс голосования прошел спокойно. Конечно, небольшие, да, я бы даже не то, что сказал, инциденты, но такие спорные ситуации, некоторые они возникают и всегда возникали, но они разрешались в соответствии с избирательным кодексом. И, по крайней мере, на момент нашего с вами разговора, по моей информации, только один наблюдатель был лишен аккредитации сегодня. Поэтому это, скажем так, говорит о том, что конфликтных ситуаций, по крайней мере, на стадии... Серьезных нарушений не было. Да, не было и удалось избежать. Ну, еще процесс подсчета голосов сейчас идет, но я надеюсь, что и он пройдет нормально, без инцидентов. Александр Николаевич, вы сказали, что сегодня уже все плакаты агитационные были сняты. Насколько в ходе этой предвыборной агитационной кампании сами кандидаты в депутаты были активны и заинтересованы? Я бы сказал, что были достаточно активны. По крайней мере, те, кто по-серьезному вступал в борьбу, конечно, были достаточно активны. Они так на удачу. Да, на удачу. Потому что были и такие, которые, ну, скажем так, на удачу, действительно. Я понимаю, просто отдельные кандидаты хотели попробовать свои силы. То есть с прицелом, может быть, на будущее. Так, это нормально. В этом я не в упрек им говорю. Но, по крайней мере, те, которые хотели по-серьезному заниматься предвыборной агитацией, конечно, они открывали и счета, избирательные фонды свои открывали. Мы по городу, по крайней мере, в Бресте, мы видели и билборды с изображениями кандидатов в депутаты, ни одного и ни двух, а многих. Поэтому они достаточно активно проводили встречи с избирателями. Поэтому я считаю, что, по крайней мере, тот избиратель, который хотел узнать достаточно о своем кандидате, такая возможность была. Александр Михайлович, не могу не спросить про резонансный случай во время проведения досрочного голосования на одном из областных участков, 37-м участке, где была, по заявлению, скажем, одного из наблюдателей, попытка вброса бюллетеней. Расскажите, проводилось ли тут расследование и как вы можете прокомментировать данный случай? Да, конечно, уже этот случай столько комментирую, что я уже считаю, что он даже столько не заслуживает комментариев, сколько о нем было говорено, потому что даже если... Я, конечно, видел этот ролик, из него самого видно, что человек ничего не вбрасывал, там непонятно, то ли там листки были, то ли, как она сама сказала, что это было сложен в четверо лист, но я вижу главное. Вброса не было, это одно. Второе, имели место грубейшее нарушение избирательного кодекса со стороны наблюдателя, потому что наблюдатель должен наблюдать. И он имеет право, скажем, обратиться, если он видит и считает, что есть какие-то нарушения, он может обратиться к председателю комиссии и сказать об этом, в том числе в письменной форме. И тогда уже председатель комиссии принимает меры и проводит, скажем так, проверку, изучение этой ситуации. Здесь же наблюдатель сам и подошел, скажем, и к избирательной урне, чего он не имеет права делать. Во-вторых, проводил видеосъемку, которая может проводиться только с разрешения председателя комиссии. То есть целая кипа нарушений, и поэтому он совершенно законно и обоснованно был лишен аккредитации. И я здесь не считаю, что нет вообще предмета для дальнейшего разговора, потому что нарушения законодательства со стороны избирателя не было, а вот со стороны наблюдателя были и серьезные. Ну, что касается наблюдателей, много ли их присутствовало во время нынешней избирательной кампании и откуда, какова там, насколько широка география? Да, их достаточно много. Я должен сказать, что именно в день голосования, только на участках для голосования присутствовало более 5000 национальных наблюдателей. Кроме того, в области работают международные миссии, по крайней мере, 3 международные миссии у нас работают. Работали и сейчас еще, многие из них присутствуют при подсчете голосов. В частности, миссия СНГ, это 47 человек именно в области, это всех уже включая и краткосрочных, и долгосрочных наблюдателей. 7 человек, это Шанхайская организация сотрудничества. Что касается ОБСЕ, то здесь точную цифру назвать сложно, потому что их в республику приехало около 400. И, сколько так, было в Брестской области, мы точно не знаем, но сказать, да? Я думаю, что не меньше 30-40 как минимум было по Брестской области, потому что мы отрывочную информацию владеем, что они бывали на участках. И они представляли самые разные страны, по крайней мере, те, которые я знаю, это вот и Польша, Чехия, Соединенные Штаты Америки, Германия, то есть разные страны представляли. И здесь, и как раз хочу здесь еще отметить один нюанс. Вот что касается международных наблюдателей, мы с ними вообще никаких проблем не имеем. Они очень тщательно и скрупулезно придерживаются кодекса наблюдателя и нашего внутреннего законодательства. Определенно небольшие проблемы с отдельными наблюдателями возникают национальными, которые, особенно с теми, которые, скажем так, нам говорят, что они зовут нас в Европу,
но почему-то европейскими правилами поведения они категорически не хотят пользоваться. А больше провоцируют. Да, а больше именно провокационные цели используют. Александр Николаевич, ну вот уже около часа, как двери избирательных участков закрыты, сейчас идет подсчет голосов. Расскажите, насколько много здесь людей занято в подсчете голосов и когда уже будут известны окончательные итоги, результаты голосования? Ну, хочу сказать, что у нас 911 участков, около 10 тысяч членов участковых комиссий. Вот конкретно сейчас они считают голоса избирателей. Я скажу так, предварительные данные мы уже в областной комиссии, по крайней мере, те, которые нам будут переданы по телефону, то есть участковая комиссия передает информацию в окружные в областную. Я надеюсь, что мы где-то примерно в час ночи будем обладать предварительной информацией. Ну и в течение завтрашнего дня окружные комиссии проведут свои заседания, на которых подведут итоги по округам и привезут протоколы в областную комиссию. А областная комиссия на своем заседании, я думаю, что во вторник, во второй половине дня уже подведет окончательные итоги выборов по области. Ну, а вообще уже окончательные итоги выборов подводит Центральная комиссия. И предварительно ее заседание планируется на пятницу, ну, если не будет каких-то нюансов дополнительных. Имена кандидатов в депутаты уже, по большому счету, будем знать завтра. Я думаю, предварительно да. Ну что ж, тогда ждем окончательных результатов голосования. Спасибо за то, что пришли к нам на программу. Удачи и успехов. Спасибо. Нагадаю, гостем программы «Галоўнае за тыдзень» быў старшыня Брэсцкай абласной выбарчай камісіі Александр Каляда. Гаварылі пра парламенцкія выбары. І да іншых падзей адыходзячага тыдня. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць работнікі сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Напярэдадні працаўнікі і ветэраны галіны прымалі віншаванні падчас урачыстых сходаў і нарад. На пачасных месцах ветэраны, людзі, дзякуючы намаганням якіх аграрны сектар Брэсцкай вобласці і зараз адзін з самых лепшых у краіне. Гэта героі сацыялістычнай працы, працаўнікі, якія маюць дзяржаўныя ўзнагароды і званне заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, спецыялісты, што аддалі справе не адзін дзясятак гадоў. Я скажу искренне, что если бы не они, наверное, бы сегодня такого развития на Брещине не было бы, если бы не были эти такие люди. Поэтому мы вот всегда в канун праздника Дня рабочего хозяйства собираем этих людей, отмечаем их труд, благодарим за их работу. На урачыстай нарадзе адбылася і прэзентацыя кнігі пашаны Брэсцкага абласнога аграпрамысловага саюза. На яе старонках біяграфіі заслужаных працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Наша область – это особая область. Ей гордимся мы прежде всего. Областью гордится вся республика. Область новатор. Здесь прекрасные трудовые, хорошие труженики полей и ферм, хорошие руководители. И поэтому можно иметь такую большую честь гордиться за то, что лично я живу в этой области, и за то, что имеются такие прекрасные показатели. У авангардзе аграрыяў в области открыто акционерное товариство «Беловежскі». Плённых працы адзначаны на самым высокім узроўні. Па выніках мінулага года гаспадарка ўзнагароджана грамотай нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і ганаровай грамотай Совета министраў за значны ўклад у развіццё сельскохозяйственной галіны и дасягнутыя поспехи падчас уборочной кампании. Если говорить о урожае зерновых и кукурузы, всего валовый сбор составил 38 тысяч тонн. При нашей нынешней потребности это около 65%. Но, тем не менее, неплохо сработали с закупом зерна, поэтому в этом году практически на сегодняшний день мы обеспечены под 100% своей потребности. Молочная отрасль дала примерно 102% к уровню прошлого года, но при том уровне, скажем, удоев, которые мы имеем на сегодняшний день по нашему хозяйству, эта цифра довольно-таки серьезная. Ганарыцца ёсць чым і ўсёй Брэсцкай вобласці. В целом год мы заканчиваем хорошо, за 9 месяцев 1,5 миллиона молока надоели, более 100 тысяч произвели мяса различного. Мы в этом году надоим первые в республике свыше 6 тысяч на коровы. Это очень высокий результат.
Кроме этого, сельскохозяйственный год хоть и сложный был, но нам удалось 1 420 000 тонн зерна, это вместе с кукурузой, это хороший результат. 130 000 тонн рапса, это тоже неплохо. В целом я благодарен всем и руководителям регионов, районов, сельскохозяйственных предприятий, простым труженикам. Один пояс, один шлях. На гэтым тыдні з Брэста ў Забайкальск адправіўся тысячны паскораны цягнік з еўрапейскімі грузамі. Фінальная кропка маршрута – Кітайская Народная Рэспубліка. Праект рэалізуецца дзякуючы трохбаковаму супрацоўніцтву Беларусі, Расіі і Кітая. У цягніку 71 контейнер. У 39 з іх аўтазапчасткі канцэрна BMW. У астатніх вырабы з чорных металаў, абсталяванне і таксама аўтазапчасткі. Галоўная перавага маршруту – хуткасць. Шлях цягніка ўсяго 7-8 дзён. Беларусі галоўнае звяно ў накірунку паміж усходам і захадам трывала займае свае пазіцыі. Дынаміка развіцця яскрава бачна ў лічбах. Калі ўсё пачыналася з 2500 контейнераў у год, то зараз гэта лічба складае да 400 000. Стратэгічна і хуткасць. Звычайны ж контейнерны цягнік з Китая рухаецца 12-14 суток. Морам такі шлях можа скласці до 60 суток. Развитие перевозок в сообщении с Китаем относится к стратегическим направлениям белорусской железной дороги. Создаются соответствующие условия для их развития, в том числе и для терминальной обработки грузов. То есть развивается как и взаимодействие с бизнесом в плане создания условий, так и развития инфраструктуры под те объемы, которые мы можем обрабатывать. Мы активно развиваем вместе с нашими белорусскими экспортерами и экспортные отправки в Китай. В этом году уже отправлен 10-й полносоставный контейнерный поезд с сухим молоком в Китай. Прорабатываются различные варианты по доставке и другой продукции. То есть мы готовы к тем объемам, которые предложат наши белорусские экспортеры по обеспечению экспорта перевозок в Китай. Паскораныя контейнерныя цягнікі по маршруце Брэст-Забайкальск курсіруюць пачынаючы з кастрычніка 2011 года. У цяперашні час рэгулярнасць гэтага сервісу складае ў сярэднім 3-4 цягніка на тыдзень. Следам за Брэстам, Баранавічамі, Пінскам і Пружанамі уласны клас праграмавання і роботатэхнікі «Стім-цэнтр» адкрыўся ў Драгішынскай сярэдняй школе нумар 1. Менавіта яна ўвайшла сёлета ў дзясятку навучальных устаноў краіны, якім была аказана тэхнічная падтрымка з боку Беларускай асацыяцыі прадстаўнікоў сферы высокіх тэхналогій «Адукацыя для будучыні». Гэта не проста дзіцячы канструктар, а важны складнік новых тэхнічных прылад. Іх стваральнікамі з'яўляюцца дзеці, прычым узрост у дадзеным выпадку магчымасцяў не абмяжоўвае. Дарослыя тут будуць толькі накіроўваць у рацыянальнае рэчышча дзіцячую фантазію і дапамагаць школьнікам практычна прымяняць набытыя веды, уменні і навыкі. Этот конкурс мы выиграли благодаря тому, что вся школа участвовала в проекте. Сразу организовалась целая команда учителей инициативных. Это были учителя математики, физики, химии, биологии, трудового обучения, начальных классов, информатики, естественно. Удел і перамога ў конкурсе «Хачу вучыцца» ў STEM-класе, ініцыятарам якога сталі беларускія IT-кампаніі, далі магчымасць Драгішынскай школе трапіць у дзясятку навучальных устаноў краіны, дзе на працягу гэтага года открываліся STEM-центры. У Брестской области ён ужо 8-й. Приятно, что сегодня и люди, которые этим серьезно занимаются, они понимают, что это надо развивать не только в крупных городах, а надо идти сюда. Так как дети у нас, те, которые живут, особенно в сельской местности, они, наверное, не менее талантливые, чем те, которые проживают в больших городах. Стварыць неабходныя тэхнічныя магчымасці традыцыйна дапамагаюць спонсары – резиденты Белорусского парка высоких технологий. Самый главный момент состоит в том, что это личная инициатива резидентов парка высоких технологий, наших айтишников, которые за счет, это очень важный момент, за счет собственных личных средств помогают системе образования, помогают детям. Это не по указке, не по закону, а что называется действительно по велению души и сердца. Дзякуючы таму, што IT-кампаніі апекуны могуць адсочваць вынікі свайго ўкладу і дапамагаць найбольш адораным і мэтанакіраваным дзецям, можна спадзявацца, што ў Жэні і астатніх наведвальнікаў цэнтра з'явіцца дадатковы стымул для развіцця і самаўдасканалення. Такімі магчымасцямі пакуль валодаюць далёка не ўсе беларускія школьнікі, і стаіць мэта гэта выправіць. У Беларусі сёння дзейнічае каля 20 STEM-цэнтраў, але ўжо ў наступным годзе плануецца адкрыць яшчэ 100.
Брэст у прадчуванні традыцыйнага міжнароднага фестывалю класічнай музыкі «Студзеньскія музычныя вечары». Сёлета ён пройдзе ў 32-й раз. Праграма фестывалю ўжо вядомая. Шэдэўры беларускай, рускай і заходнееўрапейскай музыкі прагучаць у выкананні музыкантаў 10 краін – Беларусі, Германіі, Грузіі, Літвы, Польшчы, Расіі, ЗША, Украіны, Кітая, Нідерландаў. Усяго каля 300 удзельнікаў. Сярод іх 12 вакалістаў, 5 оркестраў і 2 хора. Предложению наших слушателей приезжает, конечно, замечательный киевский молодежный хор «София», который был в прошлом году. Впервые будет хор академический, камерный из города Гомельский. И руководитель там заслуженная наша республики. Она из России приехала, но уже 20 лет находится, живет в Белоруссии, Соколова. Упершыню на фестывале выступіць зоркам мировых оперных тэатраў Тарас Штонда, лаўрэаты міжнародных конкурсаў Уладзімір Дулаў, Александра Момінова, Алёна Соколова. Фестываль пройдзе з 9 по 12 студзеня ў Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы. Акрамя 4 вялікіх музычных вечароў, 10 снежня пройдзе канцэрт у музычным каледжы, 11 адбудзецца калядны баль, 12 канцэрт арганнай музыкі ў касцёле на цэнтральнай плошчы Брэста. У ім возьме ўдзел народны артыст Беларусі Ігар Алоўнікаў. Білеты на студзеньскія музычныя вечары ўжо паступілі ў продаж. Фестываль чакае ўсіх аматараў музыкі. Вось такім, як заўжды, насычаным выдаўся гэты тыдзень на Брэшчыне. Што прынясе нам наступны, хутка даведаемся. Да сустрэчы ў праграме «Галоўнае за тыдзень» у наступную нядзелю у гэты ж час.